8 лет без школы, света и воды. И это Таджикистан в 21 веке. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Южные жители городка Бахаристон в районе Диваштич Сагдийской области каждый день проходят почти 10 километров, чтобы добраться до ближайшей школы. В их городке уже 8 лет как не построят собственную школу. Пыльные дороги и безлюдные окрестности – обычная картина для детей и подростков из городка Бахаристон по пути в школу. Родители обеспокоены ситуацией, но вынуждены терпеть, ведь дети должны учиться. Жительница района Диваштич Табарук Ниёзова говорит, что зимой ситуация намного сложнее. В зимний период здесь очень холодно, сильные ветры и дожди, и в такую погоду маленьким детям трудно преодолевать далекий путь до школы. Мы хотим, чтобы власти помогли, выделили транспорт для перевозки детей, чтобы мы, родители, не беспокоились за них, говорит она. Путь до школы опасен еще и тем, что детям приходится пересекать дорогу Душанбе-Чанак, по которой на большой скорости движется большой поток машин. Местные жители говорят, что практически каждый день становятся свидетелями страшных аварий на этой дороге. Абдувахоп Хаджибоев, житель района Диваштич, предлагает установить на дороге хотя бы знак пешеходного перехода или построить остановку. Городок Бахаристон был основан в 2015 году. Он расположен между районом Диваштич и городом Истаравшан. По словам жителей, свыше 100 семей уже построили здесь дома, и некоторые из них уже переселились сюда. Но в городке до сих пор нет элементарных условий и необходимой инфраструктуры – света, воды, школы и медпункта. Житель Диваштича Абдувахоп Хаджибоев говорит, что отсутствие нормальной дороги и проблемы с водой осложнили жизнь жителям городка Бахаристон. Сейчас пока тепло и сухо, и дети возвращаются из школы в чистой одежде, а стоит пойти дождю, и они будут по колено в грязи. В этой махале нет воды, как потом стирать вещи, вопрошает он. Жители сказали, что неоднократно обращались к властям, но тщетно, и только кормят обещаниями. Житель района Диваштич Абдулла Джумаев сказал, что в новом учебном году 22 ребенка из Бахаристона пошли в школу, и родителям приходится возить их до школы на личном транспорте. По его словам, обещание районного отдела образования выделить транспорт для перевозки детей так и повисло в воздухе. Представители районного хукумата не согласились говорить на камеру. По их словам, они проинформировали о проблемах жителей Бахаристона и пытаются найти пути их решения. Но точно сказать не могут, когда в городке будет построена школа и другие объекты социальной инфраструктуры. В хукумате района Диваштич сообщили, что за последний год в труднодоступных кишлаках были сданы в эксплуатацию 5 новых общеобразовательных школ, и скоро наступит черед и городка Бахаристон. Источник сообщил, что данная проблема озвучена и перед Министерством образования и науки. А вы верите в то, что в ближайшее время эта ситуация будет решена? И как вам вообще та обстановка, что люди уже там живут некоторое время, детям приходится так долго ходить до школы, в таких трудных условиях жить, и они не могут выделить один автобус, чтобы просто забирать детей и довозить. Их там не так много, не нужно целую поток автобусов, хватит одного отвезти детей и забрать, и уже половина проблем решится. Люди меньше будут переживать за своих детей и будут спокойнее и молчаливее. И, может, еще и дольше подождут по поводу проблем света и воды. Но так скоро, возможно, начнутся митинги и протесты. А как вы думаете? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.